В Сыктывкаре прошли общественные слушания по изменению генплана. Один из самых обсуждаемых вопросов – строительства медцентра на улице Воркутинской в микрорайоне Кочпан. Республике нужны дополнительные инфекционные койки, а жителям микрорайона – социальная инфраструктура, зеленые зоны, тротуары, освещение, детские площадки, магазины. К согласию прийти трудно, но необходимо. Подробности знает Алексей Корчма. Медицинский центр на Воркутинской удачно вписывается в новую концепцию инфекционной службы регионального Минздрава, а проект будущей больницы в план застройки микрорайона Кочпан. Больничный городок относительно близко, как раз время доезда скорой помощи становится решающим фактором, когда счет идет на минуты. Вот эту территорию, которую нам предоставил город, мы с коллегами ее поддерживаем. Еще раз хочу сказать, что наша задача – лечить. Мы уже в течение более 2 лет боремся с новой инфекцией коронавирусной. Сейчас грипп присоединяется. В том году его было мало, сейчас он уже поднимает голову опять. Поэтому вот наша задача – лечить, коллеги. И нам нужны площади, чтобы строить новые объекты, которых в республике давно не строился. На строительство медцентра деньги выделяет Москва, но для заявки на финансирование необходим пакет документов, в том числе и положительное решение на отвод земельного участка. И решение мэрия будет принимать с учетом мнения горожан. Решения о переводе зоны нет. Именно для этого мы сейчас с вами и собрались, для того, чтобы услышать все разные мнения. После чего, после взвешивания этих ваших мнений, аргументов, предложений, и будет приниматься решение. Поэтому никакого решения в настоящий момент, подчеркиваю, напоминаю, нет. Мы с вами обсуждаем. В Кочпан-Чи даже автобусы не ходят, а вы говорите о больнице. Нужны детские площадки, магазины, парковые зоны, возразили некоторые участники слушаний. Да и сам проект медицинского центра еще не готов. Вы наметьте, где будет основная в начале дорога, качественная такая, где вот пройдут вот тяжелогрузы и все прочее, да? Вот. Тогда, пожалуйста, вдалеке стройте, хоть Кремль стройте. Понимаете как? Вот. Я приехала из Ухты, 40 лет проработала в школе. Не для того, чтобы вот так вот волноваться и ждать, что у меня завтра будет за калиткой. Я выйду или нет. Другие участники слушаний идею строительства медцентра поддержали. Оно повлечет и развитие инфраструктуры. Появятся дороги, освещение, центральная канализация и другие блага. Люди только выиграют. В целом, строительство этого инфекционного центра – это федеральные деньги, которые сегодня повлекут за собой следом развитие инфраструктуры всего района в целом. Это и дороги, и сети, которые те же жители будут также использовать. Да. Поэтому говорить о том, что там с калитки тяжело выйти и прочее такое, да, безусловно, субъективные мнения жителей учитываются при таких объектах. Но в глобальном смысле строительство этого объекта, он повлияет только положительно на развитие этого региона. Свои аргументы привели эксперты от медицины. Главный врач Республиканской инфекционной больницы Владимир Катков отметил, сегодня больница обслуживает 9 городов и районов, где нет собственных инфекционных коек. При этом заболеваемость коронавирусом и другими инфекциями вновь растет. Решение о строительстве необходимо принимать уже сейчас, чтобы иметь возможность подготовиться к новым вызовам эпидемиологических всплесков. Какие вы можете дать гарантии, что данный проект не повторит историю многострадальных ФАПов, которые уже более 4 лет никак не могут построить? У нас на сегодняшний день осталось 4 ФАПа в работе. Срок у нас середина ноября. Я думаю, что на этом мы точку поставим в плане, скажем так, некачественной, нерадивой работы. А в основном, основной причиной, я могу сказать, это отсутствие дисциплины. Не только у работников подрядной организации, но и, как мне и не больно говорить, и у некоторых работников министерства. Впредь подобных историй не будет. Минздравкоме на 23 и 24 годы заказывает модульные ФАПы прямо с завода. Это в 2 раза дешевле, чем строить, и намного быстрее. В этом году уже вместо строительства мы приобретаем готовые конструкции, готовые модульные конструкции. И в Сыктывдинском районе, деревня Красная и Лезан, уже ставятся вот такие объекты. Их на заводе производят, привозят на нескольких фурах и уже устанавливают на готовый фундамент. Все это занимает по времени порядка 3 недель. Что касается медцентра по Воркутинской, стороны остались при своем. Жители Кочпана собрали более 300 подписей против строительства. Но дело в том, что другого подходящего земельного участка в городе просто нет, отметили в Минздраве. Так что к этому вопросу, вероятно, еще вернутся. Алексей Корчма, Дмитрий Ведерников, телеканал Юрган.